Даже находясь за океаном, они излагают свои мысли на родном чувашском языке. В Доме дружбы народов прошел форум, который объединил чувашей, проживающих не только в разных регионах страны, но и на другом континенте. Собрать земляков в одном месте постаралось молодежное объединение «Хастар», работающее при Чувашском нацконгрессе. Нынешний форум второй по счету. Посвятили его чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. К слову, на этой неделе республика отмечает 175-летие со дня рождения создателя чувашской письменности. Гимн Чувашии подпевают и чеченцы, и палестинцы. Форум получился многонациональным, хотя его и посвятили чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. А ведь в свое время он так и завещал землякам – верить в Россию, любить ее, дружить с другими народами и чтить родной язык. Надежда Сандракина завет этот настолько близко приняла к сердцу и поняла буквально, что 4 года назад создала в Америке ассоциацию чувашей. Сейчас в ней около 30 активистов, они даже иностранцев вдохновили на изучение чувашского языка. Хотя на мастер-классы американцы напросились сами, рассказывает Надежда Сандракина. Уже больно понравилась наша мелодичная музыка. Форумчан активистка поприветствовала по видеосвязи. Иван Яковлевич заплакала. «Ебе туза бедеримен эстене, эзер туза бедерер. Шаван бада пурнат пархаджвашсим, пурнат пар». Остальным же труда не составило добраться до столицы Чувашии. Живут они ближе, чем активистка из Америки. Татьяна Штурмина, например, пожаловала из Пензенской области. С малых лет она росла в среде, где говорят на чувашском. Жалеет лишь об одном, что язык изучала устно, не по книгам. В родной деревне Илим-Гора хоть и преобладали чуваши, но в местной школе от чего-то решили отказаться даже от факультативов по родному языку. Пробел этот теперь молодежь наверстывает самостоятельно. На данный момент такое появилось новое веяние, все начали углубленно интересоваться языком. То есть лет 5-6 назад не было такого веяния. Сейчас все больше слушают чувашские песни, больше ездят в Чебоксары, пусть даже просто на экскурсии. Они заинтересованы республикой. Но о национальной аутентичности задумались пока не все. Почему и как повысить внимание к этой теме – вопрос непростой. Обсудить вместе актуальнейшие аспекты предложили активисты молодежного комитета «Хастар», созвали целеустремленных ребят из Татарстана, Башкирии, Ульяновской, Пензенской, Самарской и Иркутской областей. В эпоху глобализации, капитализма, в стремительно меняющемся мире нам очень важно сохранить нашу культуру, наш язык. Иван Яковлевич Яковлев еще век назад оставил нам завещание. Вот опираясь на эту память, на традиции, на все, что он сделал, причем бескорыстно же сделал, с любовью, с почтением, с уважением к своему народу, это такая хорошая, мощная основа для нас, современного поколения, для того, чтобы, опираясь на завещание Ивана Яковлевича, двигать и культуру, и традиции, и образование нашего народа вперед. А чтобы было на что равняться, активисты приняли резолюцию. В ней 7 пунктов, нацелены они на сохранение чувашского языка, который когда-то с любовью продвигал просветитель Иван Яковлев, создал алфавит, азбуку, даже Библию перевел на чувашский. Нынешнему поколению необходимо беречь это богатство. Вероника Павлова, Оксана Верликова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.